какой-то я хотела интересный факт опять сказать, и я забыла. А что будем делать дальше? Даже было такое, что я пекла, и все доставалось моей собачке. Альбина, и тем не менее, ты вышла замуж. Что еще спросить? Посмотрим дальше, как будет красота, не красота. По крайней мере, мы старались. Господи, вы просто не понимаете, какой тут аромат. Жаль, что камера не передает аромат. Казик, вот это бы тоже надо снять, как она его сейчас повертела и переставила. Ты снимаешь? Не, ну ты снимаешь? Ты хорошо снимаешь? Погнали. А не, вот так. Культура и традиции этого народа насчитывает многовековую историю, а главным отличием является гостеприимство, уважение к старшим и сохранение семейных ценностей. Блюдо, которое мы будем готовить сегодня, имеет огромный сакральный смысл для каждого жителя республики. И, конечно же, я говорю об осетинах и осетинском пироге. А разобраться в тонкостях приготовления осетинского пирога нам поможет Альбина Олтаева. Здравствуйте, Альбина. Здравствуйте. Ну, я нового ничего не скажу. Мы сегодня будем готовить настоящие горские пироги на свежем воздухе, на чистой родниковой воде и на высоте 2000 метров над уровнем моря в селении Фазикал. Давай, Альбина, что мы будем делать в Ну, самом начале? И мы чем уже- я буду тебе помогать? Мы уже сделали опару. Ну, разве что, может, давай, Я может, помогу просеять муку? Ну, давай. Давай, муку я буду сама сеять. Ты Ага. давай, может, ты сыр будешь? Давай. Давай. А я тогда Сыр разомну. помнешь Да. тогда, да? Альбина, расскажи мне, пожалуйста, какие секреты? Вот каждая хозяйка имеет, наверное, свой рецепт приготовления осетинских пирогов и какие-то свои тонкости. Есть у тебя такое? Ну, тонкости как такового нет. Я просто запомнила, как моя мама делала. Кто добавляет молоко в опару, в тесто в опару. А я делаю на чистой, как мы говорили, родниковой воде. А когда ты научилась делать пироги и в каком возрасте ты сделала первый Ну, свой пирог? Как это было и как он у тебя получился? Ну, наверное, я была еще студенткой, когда я вообще-то и пекла, и пироги делала. Но даже было такое, что я пекла, и все доставалось моей собачке. Я старалась печь. Как долго не Да. получалось? Да. Ну, пироги, ну да, наверное, в этом возрасте, но это было чисто вот для домашних. Конечно, они не такие получились. Не но- выставочные? Да, не выставочные. На какой раз получилось приготовить как надо? Ну, вот как надо, я, наверное, готовила уже, когда вышла замуж. Как-то то мама делала, то свекровь моя делала, Царство Небесное. И как-то не приходилось самой делать. Ну и как-то вот думаю, давай-ка попробую. Ну, делала до тех пор, пока не стали у меня получаться, как говорится, красивые. Ну, на мой взгляд, вроде дети говорят, вкусные. А вот Так. скажи мне, почему у пирогов начинка бывает обильная, а само тесто, как правило, бывает тоненьким? Ну, я, насколько знаю, я не историк, но насколько я знаю, раньше не было вот урожая такого. Пшеницы. Пшеницы, да, не было. И они старались сделать их тонкими. А начинка, как говорится, ну, каждый, наверное, держал корову, масло, сыр. Все это у них было. То есть экономили пшеницу, Да, муку, да, да. а начинки было вдоволь. Первые пироги были с сычужным сыром, и даже в нардском эпосе Вот, есть, видишь, сохранилось ты вот- упоминание об осетинских пирогах, где говорилось, ну-ка внесите нам пирогов, пропитанных обильным маслом Вот, видишь, ты как. и с обильной начинкой из сыра. Да.
Это сейчас уже, видишь, разновидности сыров. И человек уже, наверное, мне кажется, уже и тесто больше делает. Не, ну я думаю, что несмотря на разновидность сыров и то, что их сейчас много, все-таки пироги получаются хорошими только из осетинского сыра и ни из какого другого. Я слышала такую историю, я где-то читала, бытует такое мнение, что римляне у предков у наших увидели осетинские пироги, хотели их повторить, но у них не получилось. В итоге они стали делать пиццу. Поэтому прообразом пиццы являются осетинские пироги. Да, не доросли до нас. Они не вообще. доросли. По каким Так. праздникам чаще всего готовят пироги? Ну, у нас же много традиционных праздников. Вообще-то я как? Мы сейчас как привыкли заказывать, да? Лень уже стала делать. Но вот по таким праздникам, у нас же много святых праздников, что их перечислять, я стараюсь делать сама. А вот, ну, если быстро гости пришли, там мы как, стараемся заказать, да? Но вот я никогда не заказываю на праздники. Тем более вот здесь столько очень святых мест. Очень много. И стараются. Вот я еще могу вспомнить, моя свекровь делала пироги. К моему сожалению, да, я вот не успела ее спросить. Она когда делала пироги, вот на святой, допустим, треугольные, она их не мазала маслом. То есть, якобы, вот, ну, к моему сожалению, вот, я даже не знаю, вот, как тебе ответить, с чем это связано, но она никогда не мазала маслом. Именно треугольные пироги? Именно треугольные пироги, именно вот, когда сюда шли мы на святое место, то есть, масло, говорит, не должно касаться пирогов. Понятие сакральных пирогов, независимо круглые они или треугольные, несут в себе очень большую, даже мыслимую и, может быть, для нас немыслимую энергию, которую мы должны соблюдать от начала до конца правильно. Сегодня, когда мы стараемся приготовить наши пироги, независимо опять от формы, и сделать их очень вкусными, мы забываем о той силе, о той энергетике, о той сакральной части, которая влечет и несет самое главное – чистота. Чистота во всем, призма чистоты, и начиная от душевной чистоты и заканчивая чистотой вплоть до продуктов, соблюдалось нашими предками абсолютно все. В данной ситуации, говоря о том, о чем мы говорим свыше, тут важно, если мы не уверены, чем мы готовим, лучше это не делать, следовательно, не мазать пироги тем или иным жиром, происхождение которого мы сегодня не знаем. Так, мы уже сделали, да? Я, наверное, накрою его, чтобы оно подходило. Это вот эта крышечка. Сыр тоже готов уже. Сыр какой Я нормальный, размяла. Да, да. хороший сыр. Его надо, наверное, чуть-чуть туда муки добавить, если он жирный, Ир. Давай добавим муку, чтобы Ну, ты впоследствии... посмотри, я думаю, что не сильно. Нет, Да? впоследствии, чтобы пироги Мгм. не лопались. А ну-ка, давай вот помешай еще. Мгм. Еще можно. А на соль? На соль можно чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Вот я не знала, что можно добавлять немного муки, чтобы пирог не лопнул. Да? Ты первый Да. раз? Я Да. всегда добавляю, Я когда нет, никогда. он лопнет, и он вытечь может. Я как-то пошла, купила сыр. Она говорит, такой жирный, все, хороший сыр. Ну, я, естественно, ничего не добавила. Ты, говорит, его вообще, он расплавится. Он настолько расплавился, что он прилип к стенкам вот пирога, и там как будто сыра и не было. Вот такой он был жирный. Вот я же говорю, у каждой хозяйки есть свой маленький секрет, как правильно надо приготовить начинку, тесто, Да. как выпекать надо пироги. Все могут делать пироги, но каждый Все, да не по-своему. все. Ведь приготовление пирогов, по сути, является таким сакральным. И во Да. время приготовления... Чистые помыслы должны быть, да, мысли чистые, не думать о плохом. Итак, мы замесили тесто, мы размяли сыр. А сейчас мы подождем, пока поднимется
тесто и приступим, собственно, к приготовлению. Наших горских пирогов. Именно. Так, Альбина, наше тесто поднялось. Какое оно пушистое, Очень да? Сама пышное, себя не пушистое. похвалишь. Есть какие-нибудь секреты приготовления теста, чтобы оно было такое красивое? Да нет уже эти секреты. Все знают, они одинаковые для всех тесто. Вот знаешь, я тебе еще один расскажу случай. Ну не случай. Как-то мы были в горах, тоже в Трусовском районе. И ну, в то время же были прессованные дрожжи. И моя тетя забыла дрожжи и говорит, ну, надо пироги делать. Она говорит, не переживайте. Сейчас спустилась и, ну, я не знаю по-русски, как сказать, швар, газированная минеральная вода. Она такое тесто на нем сделала, прям вот не заметили бы, что нету дрожжей. Оказывается, можно Так и что, на нем. Конечно, конечно, так и делали. Думаешь, где раньше в горах было это? Так, Ира, давай, может, ты кружочки тогда делай? Да. Ты вот сюда ложи. Мгм. А вот еще. пироги, как правило, делаются с очень тонкого теста, но начинки всегда бывает много. А есть такая разновидность пирогов, которые делают только на свадьбу. Невеста, которая с собой привозит. А там наоборот, там и толстое тесто, и толстая начинка. Почему? Ну, это, наверное, чтобы якобы в дом, ну, я так думаю, изобилие. В дом вот принести изобилие, это называется хонучарита. Мгм. Вот я так думаю. А вот когда готовят пироги, они же собой олицетворяют что-то, это сакральное, это для молитвы, что олицетворяют собой осетинские пироги. Ну, это же Три всем пирога. известно. Это земля, солнце и небо. Ну. А почему нельзя крутить тарелку во время того, как ты режешь пироги? Ну, якобы это крутить землю и накликать себе несчастье какое-нибудь, наверное, тоже. То есть 3 пирога это как 3 столпа, и если вертеть тарелку Да. во время того, как их нарезаешь, Да. то наводишь хаос во вселенной. Да, Так да, получается. вот так, если красиво сказать. как- А какие разновидности пирогов ты знаешь, может? Ну, кроме общепринятых какие-то, может быть, Ну, в как вашем вот- доме делали, готовили. Ну, как Остин всегда, какие разновидности с сыром, с листьями, с мясом. Такие больше с тыквой. Ой, я очень люблю. С тыквой, Да, наш чем. Я просто обожаю. да, с тыквой. Ну, еще делали с вишней. Вишня. Для меня было большим открытием вообще, в принципе, что когда я читала историю осетинских пирогов, среди основных там фигурировала вишня, балчин. Мгм. Мне казалось, что это более какой-то современный вариант приготовления пирога. Оказывается, нет, наши предки готовили. Делали, да. А вот помимо вот осетинские пироги, конечно, знают все. Во всем мире они известны, они знамениты и всем полюбились. Помимо осетинских пирогов, чем может похвастаться осетинская кухня? Осетинское пиво. Ну, И в остинское Нартском пиво. эпосе тоже написано, Да. как и кто придумал это пиво. И оно действительно разительно отличается от обычного всеми принятого. Да, русское по-другому делается пиво, конечно. А это на хмеле делали всегда наши предки. Зыка было у нас, почему лывжа. Ну, шашлык мы не будем говорить Да. уже, да, это же как само Так, собой и давай берем разумеющееся. тогда вот чуть-чуть, наверное, мы Мгм. мукой еще, потому что очень такой Плоский. сыр, Да, да, жидковато. жидковатый сыр. Когда я стала делать пироги, у меня они не получались. Они у меня толстые получались слишком. Мне как-то было стыдно. Альбина, и тем не менее, ты вышла замуж. А есть такое поверье, что девушка, которая не умеет делать осетинские пироги, не выйдет замуж все равно, что Вот представь, да. представь, я, наверное, боялась, что я не выйду. И мне пришлось научиться. Очень толстыми были. А? Очень толстыми были. Да, очень толстыми были.
Я думаю, сейчас тоже так получится. Ну, мы делаем, знаешь как, от души. И начинки много. Мы не будем вот как-то. Муж тебя поддержал, повезло. Конечно. Сказал, будешь делать, пока не сделаешь. Так, наверное, надо Так, было... Теба поставить. Подожди. Да, поставь Теба, Я чтобы я уже... поставлю Теба. Оно такое. Подожди, открой вот эти. Вот так. Это не та сторона. Хотела смотреть. Я могла его и сверху чуть. Не, ничего, пусть побудет там. Согреется. Для приготовления осетинских пирогов нам понадобился 1 кг муки, 1200 г сыра, 2 столовые ложки растительного масла и 1 литр воды. Для опары соль 1 чайная ложка, 1 столовая ложка сахара и 1 столовая ложка дрожжей. Ну что, Ира, как говорят, получилось то, что получилось. И Мне надо кажется, великолепно Да, получилось, да. если бы наши зрители, дорогие подписчики, слышали аромат, который исходит из этой тарелки, они бы просто и Да, и зашлись. перед тем, как порезать их, разрезать, надо помолиться Богу. Это у нас так принято, да? Давайте помолимся. Ауда штрухсал хоржахнот. Саута буде хисана хушкенагнот. Похай будер масажет тамадауч юдона хушкенагот на каштар тахсау ажагонт. Камасафант юдонан шакухза бахай бафтант. Тамай масжу. Ауда хисана. По Сергею не скажешь, что они вкусные.